Осторожно, тонкий лед. В Якутии продолжается месячник безопасности на водных объектах. С наступлением холодов и образованием на водоемах ледового покрова сотрудники ГИМС и службы спасения настоятельно рекомендуют любителям зимней рыбалки воздержаться от любимого занятия. Сегодня спасатели провели традиционное учение, где отработали технику спасения людей, провалившихся под лед, рассказывает Дмитрий Тымыров. Первый лед очень коварен, и выход на него категорически запрещен. Лед не прочен в местах быстрого течения стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников. Крайне опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляет собой полыни, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда. Поэтому в этом году традиционные учения прошли в акватории городского пляжа, где зачастую можно увидеть детей и рыбаков. По статистике, с начала года по республике Саха-Якутия зарегистрировано 8 несчастных случаев. Аналогичные показатели прошлого года, 15 было зарегистрировано в прошлом году. Уменьшение связываем прежде всего с профилактической работой. Спасатели отработали два вида оказания помощи. Первое – это с участием стороннего человека или спасателя. Второе – как вести себя, если вы провалились под лед. Во втором случае, когда человек проваливается под лед сам, тут самое главное, по словам спасателей, не паниковать и четко следовать инструкции. Не надо нервничать, паниковать. Расставляйте руки на ширине, дабы найти площадь. Пытаетесь спиной вылезти на лед, в лежачем положении, переворачиваетесь на живот и ползете медленно в берег. Ну а далее, по словам спасателей, необходимо снять с себя одежду, но не полностью. Сделать обтирание, растирание, шевелиться, разминать руки, приседать и другое. Главное, чтобы циркулировала кровь. Между тем, инспектора ГИМС продолжают проводить с населением профилактическую беседу и раздавать им памятки. Проводим профилактические беседы с гражданами, поясняем им то, что сейчас в данное время небезопасно на лед выходить. И совместно с администрацией города Якутска работаем, выставляют предупреждающие аншлаги: осторожно, тонкий лед, выход на лед запрещен. Гражданам говорим, чтобы обращали внимание на эти аншлаги. Также по учреждениям школьным со студентами ходим, читаем лекции по безопасности, информируем детей, студентов, горожан, то, что в данное время на лед выходить небезопасно. Но несмотря на это, взрослые люди должны пресекать игры и шалости детей на тонком льду, не оставлять их без присмотра. Постоянно напоминайте и разъясняйте им правила о поведении на льду, о мерах безопасности и последствиях нарушения правил. Для таких предусмотрен административный штраф. Между тем, месячник безопасности на водных объектах будет идти до конца этого месяца. Рейдовыми мероприятиями будут охвачены практически все водные объекты, расположенные рядом с населенными пунктами. Дмитрий Тымыров, Павел Никифоров, Семен Семенов, Якутск.